Семеновичу Тумусову. Добрый день, дорогие друзья. На самом деле, я тоже имею некое отношение к культуре, об этом я чуть позже скажу. Если бы сюда вышел вдруг Александр Сергеевич Пушкин, он сказал бы следующие слова. «Здравствуй, племя молодое, незнакомое». Я, конечно, не Пушкин, но мне очень приятно с вами и радостно с вами встречаться, потому что вы будущая культурная элита нашей республики и нашей страны, Великой Российской Федерации. А культура – это неотъемлемая часть или краеугольный, один из самых краеугольных камней любой цивилизации. Веками в России у нас спорили, вот Россия – это Восток или Запад. Но буквально недавно в официальных документах зафиксировано, что Россия – это особая самобытная цивилизация. И цивилизация она, на мой взгляд, цивилизация Севера. И где столица Севера России? Где вы считаете? У нас в городе Якутске. И у вас, вот Якутия объединяет, называется ваш марафон. Я считаю, что это вполне обоснованное название. Потому что Якутск, он является исторической столицей всего Дальнего Востока. Потому что во всем Дальнем Востоке сначала был создан город Якутск, и отсюда все экспедиции, которые создавали Хабаровск, Владивосток, Камчатку, оттуда формировались и Хабаров, и все остальные люди. И якутяне были активными участниками этого процесса освоения всего Дальнего Востока. И вы знаете, что в городе Николаевск-на-Амуре первым домом, который был построен, когда этот город только начался, это самым первым домом был якутский балаган. То есть мы с вами стоим у истоков создания всего Дальнего Востока. Это вас должно воодушевлять, не окрылять и мотивировать на подвиг. Сегодня у вас сегодняшняя встреча посвящена цифровизации национальной культуры или культурного наследия. Я вам привез вот артефакт. Артефакт, он древний. Сейчас я вам покажу. Что это такое? О, я подарю это все вашему музею, чтобы более подробно. Это Олонко, Нюркун Батур. Великий Гаврил Колесов, он в свое время записал грампластинку в студии «Мелодия», и она вот ходила как грампластинка, а в 90-х годах началась цифровизация. Ну, первый компакт, конечно, был издан в промышленном масштабе в 1982 году, но в России это все пришло в 90-х годах. Так вот, в 1997 году, мы начали работать в 1995, был издан компакт-диск Нюркун Батур. И это сделал я. Аплодисменты. И это был самый первый опыт цифровизации культурного наследия. Олонко мы сделали цифровым. И благодаря этому весь мир смог приобщиться к нашему эпосу. И потом началась работа тому, чтобы ЮНЕСКО, в результате ЮНЕСКО сделала всемирным наследием, нематериальным наследием человечества. Так что вот этот первый цифровой компакт-диск нашего Олонко. Я дарю его вашему институту, чтобы вы там смотрели и изучали. И вот этот компакт-диск стал самым первым, можно сказать, произведением, которое вот тут написано, стало первоосновой культурологического проекта, моего личного проекта, называется «Сокровища Севера». Как вы думаете, самое главное сокровище это что? Севера. Алмазы, уголь, золото, нефть, газ?
Наверное, все так подумали. На самом деле, вот Нуруддин правильно сказал. Самое главное сокровище Севера – это человек. Это вы. Каждый из вас. Мы самое главное сокровище Севера. И такой проект у меня есть. Я тоже целые книжки я издал, имеется в виду обзором этого проекта. Я тоже его вашему институту подарю, чтобы вы знали, что вы последователи тех людей, которые боролись испокон веков. Ну, самые наши древние предки, они создали эту лунхо и сидели в холодном балагане и пели, импровизировали. Потом пришли новые времена, были сложные времена. Вот я в свое время работал в городе Нерюнгри, и мы, когда хотели отметить торжественно в клубе 90-летие Платона Аюрского, знаете, кто такой Платон Аюрский? О, конечно, знаете. Хотели 90-летие ответить, нам запретили. Представляете? Вы сейчас не можете представить, что в советское время Платона Аюрского отмечать было запрещено. Но мы собрались у меня дома, и мы там это дело отметили. В клубе не разрешили. Поэтому разные были времена, но были всегда подвижники, носители культуры и, конечно, люди, которые поддерживали эту культуру. Благодаря этому мы все с вами и существуем, благодаря этому есть этот институт, благодаря Михаилу Ильичу Николаеву, который тоже очень твердо и верно вел к развитию культуры. И сейчас будет дальше развиваться все это дело. Потому что вот я в Москве работаю, встречаюсь с разными людьми, и когда я говорю, я с Якутии, о, мороз, меха и бриллианты ведрами. Вот у них такое представление. Но сейчас добавилось слово, да? У вас есть национальные традиции. То есть у вас есть огромная миссия, чтобы наше культурное достояние, начиная с лотко, заканчивая цехами и другими вещами, танцами и песнями, распространять по всему миру. Не только по России, по всему миру. Весь мир, все человеческое должно знать, что у нас есть самый крупный регион в мире, административно-территориальная единица, как Якутия, которая сохранила свою культуру и не только сохранила, а еще и развивается, еще и цифровизирует, оказывается, свое культурное наследие. И в этом смысле вам, конечно, очень повезло. Очень повезло, в каком смысле? Вот я 50 лет назад поступил на специальность автоматизированной системы управления строительством. АСУС называл. А как бы это сейчас специальность называлась бы? Искусственный интеллект в управлении строительством. Поэтому у вас в руках искусственный интеллект, у вас есть свои мозги, которые вам передали ваши предки, наши предки, поэтому все карты вам в руки. Кстати, недавно я прочитал, что гаджеты сейчас будут передавать запахи. То есть вот звуки, видео передают, сейчас будут запахи передавать. Представляете, вот юноша звонит любимой девушке и слышит запах ее волос, аромат ее духов. Красота! Что-то не восхищаетесь. Всего видео, наверное, смотреть. Значит, ну и вступительное слово, поэтому я не могу долго. У меня к вам просьба. Вот сейчас народ Саха расселен по всему миру. Очень много живет в Казахстане, много живет в Москве, в Питере. Некоторые учатся, некоторые возвращаются, некоторые в силу разных обстоятельств там остаются. В Америке живут, в Европе живут. Но всех надо объединять. Вы же говорите, Якутию объединять. Объединять. А как объединять? Каждый год на ОСЭХ собирать? Можно. Но этого мало. Век интернета, я предлагаю всем вам подумать над тем, чтобы создать приложение. Ну, например, назвать его Сакалар. В скобках мы родом из Якутии. Вот сюда всю информацию и про культуру, и про туризм, и про экономику, и про новости, все туда запихать, чтобы любой человек, который в любой точке мира находится, нажимает это приложение, кнопочку, и знакомится со всеми с нами. Так что дерзайте, я готов поддержать самого смелого человека, который возьмет за этот проект. Желаю удачи. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Федорович.